Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса открыл новый офис в Моздоке. Теперь жители Моздокского района смогут беспрепятственно получать всю необходимую информацию о государственных программах. Также структура начнет оказывать поддержку в виде микрозайма по 10% годовых. Для работы с предпринимательским сообществом подготовлен кредитный работник, прошедший специальные курсы в фонде микрофинансирования. Защита прав студентов – первоочередная задача федерального проекта «Зачет». С его помощью молодые люди смогут решить наболевшие проблемы, начиная с нехватки мест в общежитии, отсутствия санитарных норм и заканчивая выплатой в срок стипендий и установкой велопарковок. Куратор проекта Анна Лапенко встретилась со студентами Северо-Остинского государственного университета, чтобы узнать, что их волнует. Благодаря проекту «Зачет» уже оказана поддержка студентам различных российских вузов. Любой желающий может обратиться за помощью или предложить свои идеи по улучшению условий студенческой жизни. Работает бесплатная горячая линия, также можно связаться с организаторами в социальных сетях. Ваш вуз – это пример, и мне очень приятно, что я там сделала фотографии, я могу показывать это в Москве, я могу показывать это в ряде субъектов, потому что где-то нет столовых, где-то ребята в вузах нет столовых даже, нет в общежитиях столовых. И когда ты приезжаешь в вуз, и здесь уже строят бассейн, здесь есть такие потрясающие условия в общежитии, где мог бы жить каждый. Вы знаете, я вчера в соцсети выставила фотографии вашего общежития. Очень многие из других регионов ребята написали, что «О боже, мы тоже хотим там жить». И это очень лестно, это очень приятно, что руководство вуза настолько поддерживает вуз в прекрасных условиях. Юных героев чествовали в Республиканском управлении МЧС. Благодарности и ценные подарки вручили 15-летнему моздокчанину Альберту Ахмедову и 18-летнему жителю Владикавказа Леониду Кулику. Истории парней достаточно схожи, и Альберт и Леонид оказались случайными свидетелями происшествий. Они рисковали собственными жизнями, спасая совершенно незнакомых людей. Альберт вытащил из водоема двухлетнего мальчика, а Леонид спас девушку, которая пыталась покончить с собой. Удивительно, но оба поступка остались в тени. С историями и их героями спасатели познакомили учеников 14-й школы, студентов 5-го училища и представителей отряда «Юный спасатель». Для ребят провели экскурсию в Центре противопожарной пропаганды и рассказали об истории пожарной охраны республики. Я горжусь, что на территории нашей республики есть еще дети, которые не могут пройти мимо беды, которые случаются у других, и всегда готовы прийти на помощь. Я также благодарен их родителям. Два культурных события сразу отметила общественность Северной Осетии – десятилетие детского ансамбля «Бонворнон» и 50-летие его бессменного руководителя Алана Бирагова. Все три поколения детского ансамбля от самых маленьких и до выпускников отметили день рождения зажигательными выступлениями. Поздравить ансамбль с юбилеем приехали гости из соседних республик. Старшие наши танцевали, и они какие-то нестандартные движения выполняли. И после я подошел и спрашивал, что это такое. И они говорят, что раньше мы так развлекались, что разными движениями хотели запутать своего визави, который вместе с тобой вступает в спор во время танца. И вот здесь мы на этой базе, вот уже когда эта идея пришла, уже сделать такой танец. Раз такой танец использовали наши предки, мы решили тоже это осуществить. В концертном зале Северо-Остинского госуниверситета прошел благотворительный концерт под названием «В унисон». В нем приняли участие звезды остинской эстрады. Цель акции – собрать средства, которые пойдут на лечение нуждающимся. В фойе концертного зала установили урны для сбора денег. Такой помощью уже второй год занимается благотворительный фонд «Быть добру». Зрители оставляли пожертвования. В этот раз удалось собрать более 20 тысяч рублей. Эти средства передадут на лечение многодетному отцу Артуру Торчинову. Когда человеку плохо, и мы можем помочь ему, мы должны это сделать. Потому что люди оказываются иногда в сложных жизненных ситуациях, и на ход их жизни, на ход жизни их детей мы можем повлиять. И мы не смогли остаться в стороне. Мы это артисты, мы это организаторы, мы это актив, мы это все, кто помогает в организации концерта, мы это зрители, которые пришли посмотреть. Мы не смогли просто остаться в стороне, и считаем, нужно помогать и помочь сегодня.
Дворец спорта Горского аграрного университета встретил участников республиканского первенства по плаванию. Сильнейшие юниоры Северной Осетии померились силами на закрытой воде. В этом году конкуренция жесткая. Около 100 юношей и девушек в возрасте от 13 до 15 лет плывут брасом и кролем. Для спортсменов эти соревнования станут отборочными на чемпионат СКФО по водным видам спорта. Эти соревнования у нас считаются подводящим итоговые соревнования календарного этого года. И также они являются отборочными соревнованиями на предстоящий чемпионат Южного федерального округа СКФО. За этот год у нас наши ребята значительно прибавили в результатах. И я думаю, что на чемпионате мы выступим очень достойно.